В третьем матче группового этапа хоккейного турнира на первых спортивных играх зимних «Дети Азии» сборная Якутии, к глубокому сожалению, проиграла сборной Казахстана с огромным счетом 18-1. Это ребят, конечно, расстроило, но тем не менее дало шанс в будущем себя подтянуть, сработаться как команда, и приобрела она благодаря этому уникальный опыт. Какие еще новости с зимних игр, расскажет Ларина Сукуева. Сборная Якутии получила еще одну медаль. Теперь в хоккее. На соревнованиях по индивидуальному мастерству игрок хоккейной сборной Иван Чайшвили забил 5 шайб, тем самым заработав серебро. Золото этого состязания досталось сборной Сибирского федерального округа. Я не знаю, думал первое или третье займу, но так получилось второе. Хотел другое сделать, а получилось так. После открытия медального зачета сборной Якутии в биатлоне болельщики ожидали от наших биатлетов продолжения чудес. Однако пока этого не произошло. В смешанной эстафете юноша и девушка наша команда шла третьей, но, посчитав количество штрафных очков, судьи отдали бронзу сахалинцам. Якутским спортсменам досталось 4-е место. Смешанная эстафета 2 на 2 также не принесла удачу нашим ребятам. Посмотрим, чем закончится финальный день соревнований для биатлонистов. В сноуборде в дисциплине параллельный слалом сильными оказались уральцы Ярослав Степаненко и Мария Волгина. Якутяне снова не смогли пробиться к финальным стартам. Свои шансы на успех они не использовали и во время командных соревнований в слалом-гиганте. Неудачно наши выступили и в новой дисциплине слоуп-стайл. Напомним, что эта дисциплина дебютировала как олимпийский вид спорта в Сочи в 2014 году. И его популярность только набирает обороты. А зрелищность слоуп-стайла заключена в связке трюков на склоне с препятствиями. В фигурном катании короткую одиночную программу открыла якутянка Дарья Батяева и с самого начала задала высокую планку. Но, к сожалению, ей не удалось обогнать по очкам корейских фигуристок. А третьей в зачетном списке стала спортсменка из Татарстана Ясмина Кадырова. Сейчас готовлюсь к произвольной программе, нужно будет чисто откатать. Но не будем терять надежду. Возможно, сегодня в произвольной программе якутяне выступят лучше. В итоге на текущий день у сборной Якутии в копилке 2 серебряные медали в биатлоне и в хоккее. Спасибо большое, Ларина.